Власти Москвы сегодня заявили о высокой вероятности новой волны коронавируса. Об этом заявили в департаменте здравоохранения города. В Чувашии же за минувшие сутки ковид выявили еще у 73 жителей региона. 54 пациента выздоровели, 12 человек спасти не удалось. Врачи напоминают, самая действенная защита от вируса – вакцинация. Среди медиков подавляющее большинство уже привиты. Причем вакцинируются даже те, кто перенес эту инфекцию. Тему продолжит Татьяна Иванова. Сергей Яковлев работает реаниматологом уже 17 лет. Год назад доктор перенес коронавирусную инфекцию, болел тяжело с двусторонней пневмонией, лечился в стационаре. Поэтому, как только восстановил здоровье, сразу пошел вакцинироваться. Решил в этом году в июне месяце сделать прививку. Привился двукратно, перенес прививку хорошо, без последствий. И также я рекомендую своим знакомым, коллегам, близким сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, чтобы легче перенести эту болезнь. В республиканской больнице оказывают высокоспециализированную помощь всем жителям Чувашии. Сюда ежедневно поступают пациенты в тяжелом состоянии. Бывает, что у больного в процессе лечения обнаруживают ковид. Медикам приходится работать в условиях повышенного риска. Сейчас у нас вакцинировано 76% всего персонала. К сожалению, есть те сотрудники, которые недавно перенесли коронавирусную инфекцию, и есть те, у которых есть медицинские противопоказания для вакцинирования ввиду наличия хронических заболеваний. Но не стоит забывать, какую опасность несет коронавирусная инфекция. Вакцинация и соблюдение необходимых ограничений защищает не только нас, но и окружающих нас людей. Врачи предупреждают, что коронавирус чаще поражает молодых людей и лиц старше 60 лет. Чтобы обезопасить организм от тяжелых форм инфекции с осложнениями, лучше сделать прививку. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары.